сколько номеров пользователь может оформить на свое имя, объяснили казахстанские сотовые операторы. Недавно в сети появилась информация о том, что на одну жительницу Петропавловска были оформлены 50 тысяч номеров. Говорилось, что все номера были привязаны к ИИН одного пользователя. Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, пользователи теперь могут проверить количество зарегистрированных на них номеров сотовой связи с помощью сервиса, который доступен по ссылке под видео. Чтобы узнать, какое количество номеров зарегистрировано на абонента, необходимо ввести ИИН гражданина. Система покажет количество зарегистрированных абонентских номеров, а также операторов, которые их обслуживают. В частности, граждан интересует, сколько номеров максимально может оформить на себя человек и есть ли лимит. В нашей сети абонент как физлице не может оформить на себя более 100 номеров на одно имя. Для оформления номера ему необходимо лично явиться в салон сотового оператора, предоставить удостоверение личности, заполнить регистрационную форму и расписаться. Личное присутствие требуется обязательно. Номер на другого человека практически нельзя оформить, так как требуется личное присутствие в салоне сотового оператора и личная подпись. Представитель сотовой связи пояснил, есть ли возможность узнать, сколько номеров зарегистрировано на пользователей сотовых абонентов КИ-Есел и Актив. Без проблем, для этого можно явиться в салон оператора, предъявить удостоверение личности и попросить показать, сколько регистраций числится на данном абоненте. Между тем, в пресс-службе оператора Билайн также ответили на вопрос, каким образом номера можно оформить на другого человека. Номера можно оформить только на себя. Единственный случай, когда номером может пользоваться другой человек, это несовершеннолетний ребенок, в этом случае номер оформлен на родителя. Также напоминаем об ответственности абонентов, использующих номеры и устройства, зарегистрированные на третьих лиц. Количество номеров, зарегистрированных за человеком, можно узнать в любом офисе Билайн по заявлению, предоставив свои регистрационные данные. По информации казахстанских операторов, законодательством не ограничено количество номеров, которые можно оформить на одного абонента. В ряде случаев физические лица или ИП могут оформить на себя номеры с целью последующей перепродажи, что само по себе также напрямую не запрещено законодательством. Но при этом каждый абонент и лица, которые перепродают сим-карты, обязаны обеспечить перерегистрацию на настоящего пользователя номера. Ответственность за это лежит на таких лицах и абонентах. В то же время мы понимаем, что бывают случаи, когда номерами пользуются другие люди, которые не знают и не задумываются о том, на кого оформлен номер. В связи с этим мы проводим постоянную работу по вычистке абонентских данных, делаем регулярные рассылки с напоминанием о необходимости обновления данных и проведения регистрации, рассказали в пресс-службе компании Теле2. Следуя требованиям законодательства, компания провела соответствующие работы, созданы необходимые механизмы для упрощенной регистрации. На постоянной основе множество раз мы обращались к абонентам с призывом проверить регистрацию, если данные не совпадают, перерегистрировать сим-карты на себя. Но результат в большинстве случаев отрицательный, подчеркнули в Теле2.